Микрофон тексеріп. У нас в Фейсбуке. Армысыздар, құрметті көрермендер және бақ өкілдері. Шымкент қаласының өңірлік коммуникациялар қызмет алаңынан тікелей көрсетілімді бастаймыз. Құрметті әріптестер, бүгінгі баспасөз конференциямызда Александр Сидневтің Ордабасы футбол клубының бас бапкері ретіндегі қызметін қорытындылау және клубтың алдағы жоспарлары туралы сөз қозғайтын боламыз. Құрметті бақ өкілдері, бүгінгі медиа алаңымыздың спикерлерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Сейсенбеков Асхат Рашитұлы, Ордабасы футбол клубының президенті. Александр Сергеевич Сиднев, Ордабасы клубының бас бапкері. Қош келдіңіздер, құрметті спикерлер. Алғашқы сөз Асхат Рашитұлы, өзіңізге беріледі. Қайырлы күн, құрметті бақ өкілдері. Коротко, если ввести предметом нашей встречи, это подведение итогов и как бы прощание. Ну, не такое грустное слово, но не в таком контексте хочется это говорить, но то, что вот Александр Сергеевич завершил свою работу, почти что четырехлетний путь в качестве главного тренера Ордабасы. Он попрощался с командой в раздевалке и на пресс-конференции официально заявил, а вот уже именно с чемкентским болельщиком, если встретиться вот так, обговорить, если будут вопросы, и выразить свои мысли, благодарность. Вот если есть какие-то вопросы, давайте пообсуждаем, в том числе по деятельности клуба. Следующее слово предоставляется вам, Александр Сергеевич. Ну, в первую очередь, хотел бы начать со слов благодарности. Других слов, наверное, о другом нельзя говорить, во всяком случае, в моей ситуации, потому что такой очень грустный для меня праздник, если так это можно назвать, грустный, потому что я расстаюсь со своим любимым клубом и городом, который стал для меня вторым домом на протяжении последних лет. Радостный, потому что сейчас клуб находится в таком положении, он очень твердо стоит на ногах, он потенциальный лидер чемпионата. Наверное, все-таки омрачает немножко неудачное выступление в европейских кубках, но я надеюсь, что в будущем этот клуб будет бессомненно лидером чемпионата. Он будет участник, не просто участник Еврокубков, а участник групповых стадий. И надеюсь, что в будущем этот будет топ-клуб не только в Казахстане, но и в Европе. Құрметті әріптестер, енді біз сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Сұрақтарыңыз болса, микрофон арқылы қоюларыңызға болады. Аударасыздар ма или қалай қыламыз? Или орысша өзім аудара берем ба? Господин Сиднев, мы с вами уже успели хоть пару слов перекинуться до эфира, да? Насчет Александра Медведя и так далее. Это самый мною любимый спортсмен Беларуси. Я рад, что было сотрудничество между вами и нашим клубом. Теперь, переходя к вопросам, это вот вопросы от болельщиков, которые на наш канал отправили, прежде чем, когда мы объявили, что вы проведете брифинг, они задали. И вот болельщик один спрашивает, перевожу я, нельзя ли дать больше игры Тунгышбаеву, Федину и Умарову? Первый вопрос, и дальше я пойду по вопросам. Или сразу все пересчитать вам? По одному? По одному, да? Давайте так. Ну, сейчас это уже вопрос как бы не ко мне, что касается моей деятельности и вот, наверное, того времени, которое действительно было не совсем многочисленное у игроков, но оно вызвано рядом причин. В первую очередь,
я не мог бы их соединить вместе, троих этих игроков, потому что они разные по амплуа, разные и по своим игровым характеристикам. Но все-таки, на мой взгляд, это игроки, которые дополняют систему и модель игры. Ну и, наверное, одни из немногих, которые неплохо выходят с замены. Это тоже определенное качество. Что касается дополнительного времени, они, естественно, его получали в полном объеме в матче на Кубок Лиги. Ну, а что касается чемпионата, вы видите, что все наши матчи складываются непросто. Мы выигрывали или проигрывали там в один мяч. Все было, так скажем, на тоненького, если так можно выразиться. Поэтому все-таки где-то, возможно, я побаивался ввиду того, что нехватки вот этого игрового времени им может сказаться на том, чтобы полноценно как бы дополнять команду. Хотя никаких вопросов к этим ребятам и по тренировочному процессу, и по атмосфере в команде не было. Дело в том, что всегда у футболистов есть выбор, и если они мало участвуют в матчах, имеют мало игрового времени, естественно, они могут поменять клуб и прийти в тот клуб, где они будут иметь достаточно игрового времени. Хорошо. И я извиняюсь, не представился, оказывается. Меня зовут Бахчан Кокпаев, я представляю информационное агентство Бахчан Кокпаев. Да? Второй вопрос. Неге Шымкенттік футболшылар аз дейді. Почему футболистов из Шымкента очень мало в составе клуба? Ну, вы знаете, в первую очередь нужно исходить из целей и задачи, которые ставит перед собой клуб. Когда я пришел сюда работать, цели и задачи были немножко иными, и они в основном обрисовывались не вылететь. Вот я получал такие задачи, чтобы команда не вылетела из премьер-лиги. Естественно, было больше ребят из Чимкента, местных ребят. Мы опирались на них, и скажу, что они достаточно неплохо справлялись со своими функциями, со своими ролями. Когда задачи пошли уже немножко другого уровня, в данном случае чемпионства, естественно, игроки должны иметь помимо своего технического оснащения еще и фактор стрессовой устойчивости. Поэтому я думаю, что если сейчас проанализировать все клубы премьер-лиги, которые борются за высокие места, то наш клуб имеет больше всех игроков местных в своем составе. По сравнению с другими, да? Да, это однозначно. Поэтому я думаю, что здесь, как только клуб поставит задачу, чтобы в составе были одни чимкентские, естественно, стратегия клуба будет соответствующим образом выстроена. Спасибо. Поэтому, да. Если я извиняюсь, если вопрос некорректный, я не болельщик борьбы, а не футбол, поэтому, да, хорошо, если что-то я не знаю. Асеке, следующий вопрос, наверное, вам, скорее всего, да? Если господин Сиднев уходит, шет елден мықты тренерлер келе ма дейді? Господин Сиднев, Александр Ильич, на самом деле уходит, да. Пока мы не можем сказать точно, кто будет у нас тренером. У нас есть очень короткий лист, с кем мы ведем переговоры. Мы на данный момент, если трезво оценивать ситуацию, то до конца чемпионата 10 игр, и необходимо тот тренд, который задал Александр Сергеевич, его сохранить. И для этой задачи нам представляется наиболее правильным и логичным вариантом. Это человек, который бы знал наш чемпионат изнутри на вот этот промежуток времени, чтобы... А то, если человек будет со стороны, это соответствующее знакомство, на это время много уйдет, до окончания чемпионата всего 2,5 месяца. И пока вот у меня такой ответ на ваш вопрос. Это Асан Кажапметович был, вопрос задавал. Теперь Галам Айман вопрос задает. Это, наверное, тоже вам, да? Наверное, обиженный ваш болельщик. Он спрашивает, может быть, вообще футбол закрыт? Футбол мүлдем жабылса қалай болады дейді.
Галым Ну, and Айман. футбол закрыть невозможно, это, и уж тем более это не в моих компетенциях, ни в какого-то счет просто невозможно. Футбол в Шимке, особенно в Шимкенте, футбольный клуб, я думаю, касается почти что каждую семью, и о закрытии его речи просто не может стоять. Хорошо. Наверное, следующий вопрос тоже вам, пятый вопрос. Задает Серик Ганибаев. Ордабасы клубының ойыншылар айлығын 2 миллионнан асырмау керек қой дейді. Ал 4-6 миллиард ақша жібергенше сіздерге дейді. Оған спорт комплекс соғылса қалай болады дейді. Уместный очень вопрос, на самом деле. Тут опять же, если говорить про те задачи, которые стояли, чемпионская команда, сейчас задача стоит отстоять этот титул. Не хочу говорить, что я там всего лишь недавно пришел, но это факты, работаю по взятым обязательствам, но у нас конкретная задача, стратегия. Вот вы в одном из предыдущих вопросов обозначали о том, что необходимо, почему мало шимкенских ребят играет. Одна из наших задач — это увеличить долю шимкенских футболистов в команде, очень значительно увеличить по финансовой поддержке детскую юношескую академию, футбольный центр. Вот эта работа уже проводится, и мы о ней много не говорим, это не означает, что мы ее не делаем. Невозможно эти вещи сделать за считанные месяцы. На дистанции вы все это увидите. Асаке, вот вам как президенту клуба, да, вопрос. Я недавно был в Иране, там мы ездились по специальной работе, с сапарами барғамыз ғой. Сол кезде мы заговорили с компанией, которая спонсор нашей, рекламу дает нам, наше информационное агентство. Вот его хозяин заинтересовался нашим клубом, я когда ему рассказал, он даже готов был выкупить наш клуб, если 4 миллиарда, говорит, бюджет. Как вы смотрите на это? Ну, я не знаю деталей. Компания «Саниш» интересован. Они сначала спросили о спонсорстве и так далее, а потом спросили бюджет. Я сказал, что было 6 миллиардов. Если я ошибаюсь, где-то исправьте. В этот раз, говорю, в этом году 4 миллиарда. Тогда он сказал, а вообще как смотрит власть или президент клуба, если мы вообще выкупим, говорит, этот клуб? Ну, а в выкупе клуба это все-таки клуб принадлежит городу, как одно из достояний брендов города. Я думаю, это достаточно сложный вопрос. А в качестве генерального спонсора и партнера, безусловно, с представительством в исполнительном органе, в коллегиальных органах для этого можно открыть и, так сказать, пригласить этих представителей и вместе работать. То есть вопрос о, например, продаже частному бизнесу не стоит, да? Я опять же говорю, я тоже наемный менеджер, я президент клуба, и как бы есть у нас учредители, и клуб, я еще раз подчеркиваю, это государственный, и как бы сейчас я просто некорректно с моей стороны будет Хорошо, говорить это. я понял. Асаке, еще один болельщик там американским флагом, он спрашивает, как насчет нового стадиона, что там делается, работа идет или нет? Как вы знаете, заложена капсула, свозится техника в обозначенные сроки акиматом, то, что стадион будет сдан, лично у меня не вызывает никаких сомнений, работа движется. Теперь господину Сидневу последний вопрос. Да. Господин Сиднев, как-то я хожу на все игры нашего клуба, да, и болею, и как-то так получилось, я брал интервью у иностранца, футболиста Туркестана, боливиец. Он травму получил, в плечах сидел. Я у него спросил, как ты оцениваешь, кто самый полезный игрок Ордабасы? Он сказал, что 7-й игрок очень хорош. Он видит поле, знает, прессингует, всю игру играет. Кто, с вашей точки зрения, самый полезный игрок Ордабасы? Ну, мне тоже не совсем корректно, даже несмотря на то, что я уже бывший тренер, оценивать публично полезность игроков. То есть это командная игра. И иногда игроки, которые действуют эффективно, они, может быть, не так хорошо бросаются в глаза. Понимаете, всегда болельщикам запоминается в основном действие в атаке. Поэтому игрок, который, например, забивает голы, который действует ярко, эстетично, он является для болельщиков номер один. Для тренера иногда этот игрок доставляет больше головных болей, нежели эффективности. Он может забить один, а поучаствовать в атаках против нашей команды намного больше раз. И когда команда пропускает мячи, все в основном винят вратаря или там защитников, то есть последний эшелон атаки. А причиной чаще всего является
игроки, которые, ну, скажем, создают такие неожиданные помехи для нашей команды. Поэтому, если взять в совокупности игроков и распределить их по эффективности, то, наверное, нет ни одного игрока, который стабильно, ну, на мой взгляд, провел вот даже последний как бы промежуток времени. Иногда действия одного игрока не очень удачные, они компенсируются действиями другого игрока. И он теряет свою эффективность для того, чтобы исправить какие-то ошибки. Но это анализ, это глубокое как бы понимание деятельности. И ну, нельзя однозначно на этот вопрос ответить и сказать, вот этот игрок самый лучший. Потому что по статистике всегда в основном считают забитые мячи, голевые передачи. Вот, а эффективность игрока, вспомогательные действия могут быть намного ярче. Хорошо, если я вот так вот скажу, вот этот загорелый парень, Дамбала, да, он, фамилия его, я не знаю, я болельщик, и еще бразилец, можно ли их считать самыми бесполезными этими легионерами? Ну, я то же самое могу ответить вот на ваш вопрос, только в другом контексте. Что значит бесполезный легионер? Что значит самый бесполезный легионер? Я такие трактовки не знаю. Это Я просто... как болельщик смотрел, они столько моментов упустили, мне показалось так. Может, я не профессионально, глупо, может быть. Наверное, все-таки второе. Поэтому Да? я бы Да, не хотел я не футбольный в болельщик, таких, я болельщик. таких тонах. Спасибо. Кому общаться. передать микрофон? Армысыздар, артистер. Здравствуйте, Александр Сергеевич. У меня вопрос к вам. Узбекские журналисты сказали, что в прошлом году Ордабасы более интересно играла, чем в этом году. Вроде бы у нас в этом году было, в этом сезоне было усиление. Что не получилось у вас с командой? Почему? Ну, это же спортивные журналисты, они тоже аналитики, они же смотрят. Поэтому сравнительно в прошлом году, ну, мне тоже кажется, что у нас была более интересная игра, более лучшая игра. Что не получилось в этом году у вас? Ну, вы знаете, это тоже вопрос такой достаточно относительный. Что значит не получилось? Не получилось тогда, не получилось, можно рассуждать о результате. На сегодняшний день, если проанализировать ситуацию, я думаю, что вы тоже это прекрасно знаете и видите. Сегодня потенциально команда находится на первом месте, подчеркиваю, потенциально. Отрыв от второго места потенциально 4 очка. От третьего места 5 очков. Мы имеем 6 домашних матчей и 4 выездных. Такого гандикапа в прошлом году не было. Это мы говорим о эффективности. Что касается эстетики игры, возможно, я с вами соглашусь. Мы забивали больше, мы больше играли в атаку. И в вопросе прозвучало одно слово «вроде бы» усиление. Вы поймите, что интегрировать в эту команду игроков очень тяжело. Очень тяжело. И мы в основном делаем крен на казахстанских футболистов. Наша самая многочисленная команда в чемпионате, в которой выступают казахстанские футболисты. Иностранцы, легионеры, мы хотели дополнять их. Иногда не всегда это получается. Где-то не попадаем в философию игрока. Игрок вроде бы добротный, но он приходит из команды, которая, ну, скажем так, не борется за высокие места. То есть середняк, он лидер в команде середняке. Играть на победу – это, наверное, пример вот последнего нашего матча. Когда на 15-й минуте мы получаем удаление, и ни у кого, уверяю вас, ни у игроков, ни у тренеров не было даже мыслей доигрывать матч и хотя бы вырвать ничью. Понимаете? То есть мы думали только о победе. И если вы обратили внимание, я знаю, именно вы обратили внимание, что мы не дополнили нашу игру защитником, мы убрали защитника и остались играть в атаку. Насколько это получилось? Мы получили пространство, то, что нам обычно не дают соперники, они стараются играть с нами с позиции позиционной обороны. Стало немножко легче и свободнее нашим нападающим, и как следствие мы забили 3 мяча, считаю, заслуженно выиграли. Этот матч очень тяжелый матч, очень важный для нас матч, потому что сейчас каждый матч как финал для нас. И
Соглашусь с вами, что, возможно, мы потеряли в эстетике игровой, в эстетике. Все-таки болельщик хочет не только результата, но и красоты. Второй вопрос. Молдаваны, Петрокоп, наш первый соперник Лиги Чемпионов, вышли в групповой этап. Они сейчас, по-моему, плей-офф Евролиги вышли. Минимум они уже в групповом этапе Лиги конференции. Они с молодыми молдаванами в основном играли. У них легионеров мало было. А у нас товар, еще вратарь белорусские, ну, они топ-игроки, но они от таких ответственных матчах почему-то не играли в основе. Если, ну, о них отзывы очень хорошие со стороны специалистов и болельщиков. Почему-то, если они не играют, почему мы их купили? Ну, логичный вопрос. Почему так получилось? Ну, что значит не играет? Вы же понимаете... У нас же был приоритет заработать на Евролиге, правильно, в этом году? Конечно. Ну, это в любом случае такой приоритет всегда. Ну, что значит не играет? Ну, я в товара в основе никогда не видел. Почти. Ну, может, один раз там. Ну, вам, значит, нужно поднять статистику и посмотреть. Во-вторых, это, вернее, в-первых, парень приехал после большой паузы. Если бы так все было просто, приехал, одевай майку и играй. Мы же смотрим его функциональное состояние. Мы боимся травм, которым он подвержен и очень сильно после такого перерыва большого. Мы приводим его в функциональное состояние. Сейчас мы очень довольны его состоянием. Я надеюсь, что сейчас игрок уже будет более-менее стабильно вести эти матчи. Вот то же самое случилось с Султаном, со Становым. Я даже пропустил время, когда нужно было ему дать паузу. Я не усмотрел как тренер и пропустил это время, хотя все цифры мне подсказывали, но я надеялся, что он продолжит стабильно играть. То же самое касается и товара. Поэтому мы сейчас аккуратно вывели его на этот промежуток, для того, чтобы в чемпионате он держал 90 минут. Вы помните его первый матч, когда мы его там заменили, по-моему, в перерыве, или там, я уже не помню, в начале второго тайма, бедный. Я не знаю, как он поле вообще покинул. Надо было там вызывать скорую, чтобы его вывести оттуда с поля. Но функции к нему возвращаются, и сейчас он без проблем будет тянуть и темп игры, и интенсивность игры. Только так, только так. Я прошу прощения, вы знаете, не дай бог в нашей ситуации сейчас ключевой игрок какой-то получит травму. Заявить никого не можем, отзаявить никого не можем, трансферное окно закрыто, и лечить только футболиста до конца сезона. Поэтому я тоже несу определенную степень ответственности и за это. Келесі сұрақ Асхат Рашидұлы. Сіз қазақша түсінесіз, қазақша қоя берсем болады ғой. Енді жаңа Бәкең айтып қалды ғой, шетелдік бапкер деп. Александр Сергеевичтің мен автобиографиясын қарағам. Бұл кісі Ордабасыдан бұрын ешқандай неде чемпион болмаған. Енді барлық жетістіктері сол Ордабасымен алып отыр. Yani кубокты да мен автобиографиясын қарап шықтым. Осы Евролиганың алдында да бұл кісіні ауыстыру туралы сөздер болған еді. Өйткені тәжірибесі жоқ. Топтық кезеңде ойнаған, тәжірибесі болмағандығын, бірақ соған қарамай бұл кісі қалды, және де жанкүйерлер де қатты сене қойған жоқ бұл кісінің топтық кезеңге командадан шығаратынына. Бірақ қазір Ордабасыға бас бапкер болады деп Қайрат Нұрдәулетовтің есімі аталып жатыр. Тіпті келіссөздер соңғы кезеңге келді дегенде әңгіме бар. Енді Нұрдәулетов Сиднеппен салыстырғанда жас және тәжірибесі өте аз бапкер. Ол тек қана аутсайдер командаларда жұмыс істеген. Ал Давид Лорианның айтуынша 12-ші, 13-ші орында жүрген команданың бапкерін топ командаларға әкелу ол өте қауіпті дейді. Бұл жерде Нұрдәулетовті әкелу келесі кезеңде біздің келесі жылы енді біз үштікте немесе чемпиондықтың сақтап қалатын болсақ, тағы да Евролига тұр алдымызда. Нұрдәулетовті алып келу үлкен тәуекел емес пе? Менің Ермұхамбет Мәулен әріптесім айтпақшы, біз ойыншыларға жақсы ақша төлейміз да, бірақ бапкерге келген кезде біз айлықтан әйтеуір қысамыз да бір кеше бастаған бапкерді алып келіп, міне көрдіңіз бе, нәтиже осындай отырды, бәріміз басымыз салбырап отыр, Евролигаға түсе алмай.
енді Астанадан басқасы қазір енді бүкіл ел бізге Ордабасыға жанкүйер болды ғой. Бүкіл астаналық спорт журналистері қазір Ордабасыға өте үлкен қапалы былай айтқанда. Сондықтан да бапкер таңдауда Нұрдәулетовті Ордабасыға алып келу ол қаншалықты орынды? Қысқаша жауап берсем сізге. У нас вот сейчас до конца чемпионата 10 матчей. Мы тоже, так же как и вы, думаем и примерно видим ситуацию по там, международному тренеру. Вы сейчас сказали, там, футболистам платят много, тренеру немного, может быть, пересмотреть стратегию. И такие мысли у нас есть, мы все это понимаем. Но мы, как вот сейчас менеджеры в операционной составляющей находимся и мыслим практично. Сейчас на, там, по сути, 9 матчей до конца чемпионата. Привести хорошего иностранца, мы это себе можем позволить. У нас и любых возможностей хватит составить разговор, подписать. Но насколько это будет правильно в данный момент, когда приедет иностранный специалист и будет только знакомиться месяц с командой, и чемпионат там уже закончится. Мы сейчас ищем того тренера, того человека, который наш чемпионат знает хорошо изнутри, и наших ребят, возможности наших ребят. И в любом случае, который тренер сейчас придет, он будет только до конца чемпионата. Дальше у нас, мы так же, как вот и вы, мы верим, уверены, дай бог, мы будем в Еврокубках, и, соответственно, уже под это будем строить команду. Вот все, что могу ответить. Екінші сұрақ, бүгінгі Ордабасының құрамы енді Қазақстан премьер-лигасындағы ең мықты құрамдардың бірі. Өйткені екі ротациядағы отырған, тіпті қосалқы құрамда запаста отырғандардың өзі ұлттық құрамаларында ойнайды өздерінің елінде, былай айтқанда. Келесі маусымға оларды алып қалу мәселесі қаралып жатыр ма? Енді қатты өзгерістер болатын болса, білесіз ғой, енді команданың ішінде көп нәрсе шатқа аяқтайтын. Сондықтан да келесі сезон маусымға құрамда әлден жасақтап жатқан шығарсыздар бәлкім. Келесі сезонға у нас будут большие изменения в составе. Мы видим это так. У нас, помимо того, что это очень, такой, вы говорите, качественные игроки по составу, но нам нужна необходима свежая кровь. Новый драйв нужен, если мы про Еврокубки говорим. Они в любом случае будут изменения. Мы в эту сторону движемся, мы работаем именно так. Поэтому вот то, что могу только сейчас вот это сказать, а насколько они будут широкие, узкие, глобальные, это в первую очередь будет зависеть от главного тренера. Кто у нас будет главный тренер, уже такой, с которым мы пойдем, так сказать, в следующий Еврокубковый сезон. Қайырлы күн, есімім Сапар Исаков, қоғамдық белсенді. Бірінші сұрақ, жанкүйерлердің атынан сұрақ, Шайзада неге сборныйға шақырылмайды? Тут я не могу за это ответить. Есть тренерский штаб сборной, который составляет список. Очень расширенный список я видел. Шайзады, если нет, это я не могу сказать почему. С нами они не советуются, и у нас мнение не спрашивают. Келесі сұрақ, Қайрат Нұрдәулетұлы келеді деген сыбыс бар, иә? Ол кісіні біздің ойыншылары қаншалықты мойындайды, тыңдайды деген сияқты. Себебі кейбіреулері өздерінен 2-3 жас айырмашылығы бар. Если профессионал футболист, хоть кто, мы поставим главного тренера, они обязаны его слушать и придерживаться того распорядка и графика, который он даст. Если не будут слушать, мы примем сторону тренера. Поэтому здесь мы полностью будем следить за этим порядком. Келесі сұрақ, біздің ойыншылардың арасында сұхбат болған, жеке сұхбат, кім екенін айтпай ақ қояйын. Евродағы біздегі басты өтем ағамыз перелет және график дұрыс болмаған. Осыны жылда қайталанатын нәрсе бізде. Перелет дұрыс болмады, 3 күн қалған кезінде ұштық, шаршап бардық деген нәрсе. Осы қашан жолға алынады және де кім бұл үшін жазалана ма деген. Ешкім жазаланбайды. Перелеты. Если взять первый матч в Молдове, мы играли его 17 июля. До этого мы 3 недели находились дома, без перелетов, без никуда. Перелететь матч в Кишинев с одной пересадкой, это не является чем-то большим препятствием, это не проблема. При том, что молдовская команда к нам также прилетела рейсом, самолетом. То же самое было с Люксембургской. Люксембург, когда к нам прилетел на матч, я вам даже могу рассказать, они поехали на автобусе из Люксембурга во Франкфурт 5 часов,
полетели в Анталию, провели 12 часов в Анталии, из Анталии перелетели в Стамбул, из Стамбула в Анталию, переночевали в Анталии 12 часов и прилетели сюда. Пюник армянский прилетел к нам чартером, соответственно, и когда мы вошли в интенсив, мы полетели тоже чартером. Сол кісінің сөз бойынша, жаңа сұхбаттағы, ол кісінің айту бойынша басты себептер айлық қайтадан кешіктіріліп жатыр, жаңа перелет дұрыс емес, клубтың арасында разногласия бар, келіспеушілік. Мысалы, Асхат пен Исламхан мен Тағырберген екеуі бірін-бірін, екеуі де бірін-бірін тыңдамайды, екеуін стадионға бірге шығаруға қажет жоқ деген, сол сияқты көп сылтаулар айтады. Басты себеп өзіңізше, Евродағы өзіңізше қалай ойлайсыз, не себеп именно? Бір ғана себеп, ну, сложно. Басты біреуін айтыңыз. Одно невозможно сказать. С Петрокубом, наверное, они нас компактно, наверное, переиграли. Были моменты, забей мы первые голы, чуть по-другому сложилось бы. С Люксембургом это было немножко так, как бы, чуть как будто мы не в своей тарелке были. Ну, с армянским клубом вы тоже видели, все могло поменяться, забей первые мячи. Ну, как бы, я не хочу говорить невезение или что-то еще, не смогли. Мы за это, я извинился, хотя, команду собрал, не я собирал, не мы собирали там, 2 месяца работы, но тем не менее мы держим этот удар. Мы признаем, что были, выглядели бледно. Александр Сергеевич, вот когда уедете со страны, будете ли вы говорить то, что вот в Казахстане бардак или там коррупция, что-то, потому что все, кто уходит, так говорят. Например, вчера только Аршавин говорил. Вы знаете, чтобы такое говорить, это надо набраться смелости и сказать внутри страны. Понимаете, человек, который выезжает и что-то говорит, это уже не красит как минимум человека. Что касается меня, я же сказал вам, что Казахстан стал для меня вторым домом. Я здесь провожу времени намного больше, чем провожу в семье. Вот у меня сейчас не было 3 месяца дома. Я очень люблю Казахстан, очень люблю казахстанцев. Вы поймите, что когда я первый раз сюда приехал, я тоже немножко побаивался, ввиду своего стыда, что я мало знал о Казахстане, так школьная программа, небольшие поездки в бытность еще Советского Союза. На этом мои познания были ограничены. Когда я попал первый раз, и вот еще было, когда я начинал работать в ОКТБ, и договоренность была, что я пробуду просто 2 месяца, буду принимать участие в подготовке команды к сезону, и на этом моя миссия закончится. И волей судьбы мы в Актюбинском приехали сюда, в Чимкент, потому что стадион был не готов в ОКТБ, мы приехали сюда, в Чимкент. И мое первое знакомство с Казахстаном произошло в городе Чимкент. И, наверное, мне повезло, что все время меня окружают очень достойные люди, те, которые рядом, с кем я работаю, с кем мне довелось познакомиться, с кем общаться. И тогда, вы знаете, круто изменилось, вот не то, что изменилось, усилилось вот мое отношение. Такого гостеприимства, такого, наверное, благородства я не встречал нигде. Я знаю, что если я обращусь за помощью посреди ночи, у меня не будут спрашивать причину. Приедут, а потом скажут, что случилось и куда нужно ехать или чем нужно помочь. Поэтому я с большой благодарностью выражаю свою, благодарность не только этой стране, но и руководителям, с кем мне очень повезло работать. 2 замечательных хакима, которых мне, не знаю, судьба подарила в Чимкенте, 2 футбольных хакима. Сегодня я имел честь общения с Акимом. И вы знаете, в большинстве своем мы говорили не только о команде, а о городе, о проблемах города. И он, вот я же не специалист в других сферах, и он, вижу, что такой крик души у него и переживания за город. Как вот здесь сделать? Вот у меня там еще проект есть один, тут воду надо дать. То есть он вслух
говоря о наших проблемах, он вслух делится о проблемах города. Я знаю, что и команда для него это тоже, знаете, как дитя родное. Мне повезло с президентами. У меня было 3 президента. И, ну, наверное, я везучий человек, что мне посчастливилось работать с такими людьми. Мне повезло с футболистами. Все футболисты, с которыми мне довелось работать, все до единого, очень достойные люди. Они очень сильно как бы переживают и за свою работу, и за то давление, которое, вы знаете, на них оказывается, потому что в этом году все-таки стартовая позиция команды уже немножко другая. Чемпионат начала команда чемпион, и это впервые. Не было такого опыта ни у тренера, ни у президента, ни у футболистов. Стартовать с позиции чемпиона. Ответственность намного выше, качество игры должно быть намного выше, то, о чем вы говорите. И сейчас уже другого результата здесь быть не может. И мой уход связан только с этим. Я хочу, чтобы в данном случае, вы понимаете, надо быть идиотом, чтобы уйти с команды, которая вот идет потенциально условно на 1-м месте, но я засомневался в том, смогу ли я дальше задать вот этот импульс. Понимаете? Нужна немножко, как бы, возможно, другая идея. Мы не могли профильтровать состав, мы только добавили вратаря, которого просто не было как позиций. Мальчик у нас, который получил травму, и он не смог продолжить просто. И заполнили вакансию защитника. Все футболисты остались, циркуляции не было. Вы понимаете, мужской коллектив, который варится в своем соку, и непростой, очень жесткий такой этап Еврокубков, вот этот опыт тоже, который, я надеюсь, получил клуб во всех отношениях. И пусть на этом опыте следующие игроки тоже, скажем, учатся. И для нынешних это тоже колоссальный опыт. И сейчас, дай бог, ситуация в чемпионате стабилизируется, и команда будет, я не сомневаюсь в этом, потому что я в своих игроках никогда не сомневался, они доведут достойно до конца чемпионата, но при одном условии, что вокруг них тоже все объединятся. Очень много негатива, незаслуженного негатива в адрес, в первую очередь, футболистов. Они стараются как могут, понимаете, и сейчас вот это единение, оно будет очень важно. И поэтому человек, который придет на мое место, он не придет на развалины, понимаете, он не придет на бардак на какой-то. Поверьте, для клуба созданы достаточно неплохие условия и для работы, и во всех остальных аспектах. И я знаю, что и вы, в том числе, как журналисты, поможете тоже создать определенный такой иммунитет. Давайте дождемся конца чемпионата и подведем итоги работы всех. Соң сұрақ қойып жіберіңіз, Златчик, болады ма? Регламент. По мне, в принципе, игра со всеми нашими соперниками была равной. Я не знаю, по нам никто танком не прошелся, и наши ребята явно не лежали на газоне. Игра была равная, чуть-чуть везения есть. Сами спортсмены, поэтому понимаем. Я бы не сказал, что соперники наши были на голову сильнее. Я бы не сказал, что наши провалились явно. Это мое мнение, субъективное. Теперь хотел по одному футболисту. Ваше мнение, господин Сиднев, от Дубая. И хотел Асекеу вас спросить, его нельзя вернуть с Житсу? Дубай или Дубай, как фамилия? Дубай, да. Вы знаете, насколько я осведомлен, он у нас на контракте, по-моему? Он в аренде. Да, он в аренде. Это очень хороший актив, на мой взгляд. И аренда обусловлена тем, что у него наступил такой этап, вы же знаете непростую судьбу этого парня, дисквалификация двухгодичная. И мы вместе с ним провели этап стабилизации, и наступил следующий этап игровой практики. И вот он был отдан туда, куда ушли наши молодые игроки, и Султаниязов, и Халматов. Это активы, и я очень верю в этих ребят, но их этап
сейчас, игровая практика. Причем один получает практику в команде премьер-лиги, а вторые получают практику команд первой лиги, но которая борется за высокие места. То есть философия и психология победителей, она тоже должна в них как бы формироваться и вырабатываться. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее команды, потому что по всем фронтам все-таки есть фундамент такой, в том числе и местных игроков. Можно? Баке? Болат, әрине, келесі жылға біз вот наши Волжетпеси ребята, которые мы будем собирать, всех привлекать. Я не говорю, что всех возьмем на контракт, но я же сказал, у нас эта задача основная сейчас балансировать. Соңғы сұрақ болса. Александр Сергеевич, вы в предыдущем встрече с болельщиками жаловались на Акима, что он не принимает вас, что в команде нетрезвая атмосфера. После прихода Асхата Рашидулла внутри что-то поменялось? Принял же вас, вы Акимом встретились? Поговорили? Во-первых, это априори невозможно, как я могу жаловаться, что меня не принимает Аким. У меня абсолютно свободный доступ к первому лицу. Я никогда не пользуюсь этой опцией, потому что помимо меня у него очень много проблем. У меня есть президент клуба, и у меня с этим вообще проблем нет. Что касается какой-то, как вы сказали, в раздевалке там что-то? Внутри команды. Ну ладно, вы уже, ладно, это было подтекстное. Нет. У вас контракт до конца сезона, да? Все говорят, что если у вас... У меня контракт на следующий сезон еще, на целый год. Да. При разрыве контракта вам какой-то компенсация полагается. Все обсуждали это. Вы отказались от компенсации или как? Ну, как вы вообще вот, понимаете, я по своей воле ухожу с клуба. Какая компенсация? О чем идет вообще речь? Вы знаете, я работаю в достойнейшем клубе. И это право клуба, как себя вести относительно тренера. Я сложил себя полномочиями. У меня нету даже мыслей такой, мы чем торгуем сейчас, деньгами или своим отношением. Нет, спасибо. Просто этого хотел услышать от вас, потому что завтра спортивный журналист будет обсуждать это, просто вы официально должны были это говорить. Асеке, вопрос вам. Мынандай проблема бар бізде Ордабасыда. Былтыр чемпиондық тойладық да, чемпион болды. Бірақ раздевалкада біздің футболшылар өзбекше әнге тойлады. Жарайды, мақұл. Өзбекстандық команда ойыншылар бар. Біз бір қарадық, үндемедік. Түркияда Уинтер кап ұтып алды, тағы да өзбекше әнмен тойлады. Яғни кешіріңіз, ақпараттық идеология деген бар, информационная идеология деген бар. Мы не узбекская команда. И кеше Ордабасы академиясы Астанамен тағы да ойнайды жастарлар. Тағы да сол әннен тағы да жеңісті тойлайды. Бұл дегеніңіз, білесіз бе, өрескел идеологиялық тұрда өрескел қателік қой. Сіз ақпараттық идеологияны бақылауға аласыз ба, жалпы оны кім жүргізіп жатыр, жалпы ақпарат таратуда егер де фандар немесе ультрастардың тарапынан ондай травля болатын болса, басқа да қазақтың әндері бар ғой, жауап беруге достойны. Өйтіп жаңағыдегі на поводу провокация кетудің қажеті жоқ қой. Енді жас балдар, көшедегі балдар, фандар, енді бірақ клубта серьезный жаңағыдегі ақыл ойы толысқан жігіттер отыр ғой. Неге оны қарамайды деген сұрақ туындайды? Рахмет сұрақтарыңызға. Александр Сергеевичу вопрос про компенсацию задавали, можно я прокомментирую? Тут Александр Сергеевич, он принял такое решение, как бы прекратить с нами сотрудничество после почти 4 лет. И это он сделал не в угоду компенсации, мне, кому-то, футболистам. Это он сделал для того, чтобы, для клуба. Это я говорю искренне. Это он просто, условно, ключи сдал. Вот, мужики, двигайтесь дальше сами, я ни на что не претендую. И в том числе из-за этого у нас, мы и так всегда с уважением относились, после того, как это, более профессионального подхода. Он преподал урок. Вот я серьезно говорю, Александр Сергеевич преподал урок и другим тренерам в Казахстане, как нужно себя вести. Что касается узбекских песен, я сам недавно об этой ситуации я узнал, поинтересовался. Оказывается, предысторию расскажу, нашу команду некоторые другие команды называют узбеками. Узбеки наши братья, мы ничего против не имеем, это прекрасный народ, один из самых к нам близких. Но они видимо, в болельческой среде нас так начали называть. И после победы в чемпионате наши ребята это как троллинг называется, затроллили просто ту команду. Да, конечно, где-то уже в плоскости воспринялось это не так.
там, мы ни одну нацию не возвышаем, не принижаем, но то, что вы сказали, и мы вот эту работу я взял под контроль, не принижая достоинств наших братских песен, ну, у нас своих песен тоже хватает, и мы их будем использовать, это я взял на контроль. А предыстория такая, там никакого подтекста национального не было. Осымен сұрақтар болмаса бүгінгі баспасөз конференциясын аяқтаймыз. Құрметті спикерлер, бүгінгі баспасөз алаңына келгендеріңізге және бақ өкілдерінің сұрақтарына жауап бергендеріңізге рахмет. Аман сау болыңыздар.